Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня у нас 16 июня, и мы собрались с друзьями, семьями выбраться на Волгу, на открытие рыболовного сезона. Поедем на турбазу Фокино Приволжье. Одна машина у нас с катером уже уехала, а мы, как всегда, замешкались и выезжаем чуть-чуть попозже. Не переключайтесь, будет интересно. Едем на все выходные. Погода, значит, дожди все выходные. Посмотрим, как у нас что будет там. Сможем мы вообще выйти на воду или нет, или будем сидеть в домике, жарить мясо. Не знаю еще пока. Увидим уже по месту. Но пока по прогнозу дожди. Пятницу, субботу, воскресенье. Попробуем там судачка половить, может быть. Я хочу попробовать белую рыбу половить. Знаю одно местечко, где клюет жерех, голавль, ясь. Целенаправленно поеду туда, если погода позволит, и буду там рыбачить, ребята. Ну все, посмотрим, по дороге может что-то поснимаю или нет. И уже конкретно там на турбазе уже будем снимать. Качать лодки, спускать катера и все остальное. Не переключайтесь, ребята. Так, ну что, ребята, мы в Воротынце. Значит, собрались 3 машины впереди меня. Ну, ребята едем в магазин затариваться продуктами. И уже потом поедем на турбазу Фокино Приволжье. Будем есть мясо, отдыхать. Погода вроде наладилась, передавали дождь, но солнышко 20 градусов. Крутяк. Затарились в магазине, все, спускаемся к Волге. Сейчас будем располагаться на турбазе, таскать вещи. Первый раз в этом году на Волге, ребята. Распогодилось вообще здорово. Жара, солнце. База отдыха Приволжье. Алексей нас тут уже ждет. Александр сзади. Сзади. Понадобится друг чего. Так, у Сани пришел катер с ремонта. Апгрейдили его в городе Герой Москва. Саш, что сделали? Замена ковролина полностью была произведена. То есть поменяли ковролин старый, более светлых тонов был. Значит, заменили на более темный, скажем, и с большей плотностью. То есть вот на полу плотность 20, на бортах примерно 18 плотность. Вот, значит, установили еще один дополнительный эхолот. Скажем так, связали его с носовым мотором. Вот, через сеть NMEO 2000. Вот. Ну, что еще сделали? Ну, поставили музыку, в принципе, колонки врезали. Музыку это девочек катать? Это рыбу ловить. Музыку поставили, рыбу ловить. Да, ну, поставили антенну GPS дополнительно к этому прибору. Вот. Ну, скажем так, облагородили, значит, вот все, значит, провода и шланги, которые идут непосредственно к мотору. Электрику, да? Электрику, да. То есть все грамотно распределили, расключили. То есть на, значит, эхолот отдельный аккумулятор сейчас будет вот стоять.
Раньше они запитывались от стартового, но так как их 3, они сейчас будут быстро его высаживать, поэтому решили поставить отдельный, значит, аккумулятор на приборы. Вот. Ну, лодку сейчас вот первый раз заводил, завелась нормально? Все, да, все без проблем. То есть, да, мотор, слава богу, работает, все хорошо. Посторонних никаких шумов не слышно, все. Ну, как бы нормально все. Вот на первый взгляд все хорошо. То есть, Сегодня пойдем на рыбалку или завтра уже? да, я думаю, наверное, завтра, потому что что, нужно сейчас вот разобраться с новым эхолотом, как бы понять, как он работает. Откалибровать нужно будет еще носовой мотор, так как он сейчас связан с главным прибором. Поэтому, как бы, наверное, сейчас нужно подготовиться, а завтра с утречка, как бы, двинуть на рыбалку. Ну, как бы. Сегодня будем заниматься подготовительными работами. Да, сегодня подготовительные работы, надо шашлыки, покушать, да, машлыки. морально, как говорится, собраться, а завтра уже вот прям двинуть, как говорится, это, да. Отлично. За удачей. Так, ребята, я свою лодку тоже накачал, на воду пока не спускал, уже готово, мотор навесил. А два Алексея, наших друга, они арендовали казанку и под 20-м, что у них там, Honda 20 лошадей, будут завтра рыбачить в паре. Так что будем жарить мясо, а на рыбалку завтра. Что, какие трудности, мужчины? У мужчин трудностей нету. Это у баб трудности. Да. Где есть десантные войска, там нет задач невыполнимых. Вот за это задевай, да. Вот надо сейчас, смотри, на меня подвинь. На тебя подвинь. Двигай на меня. Оп, вот все. Убирай ручку. Я держу. Держи. Ага, все. Давайте выравниваем. Так. А вот мы его ровно прям поставим. Ага, все. Спасибо. Сережа, ну давай тарелку, хватит снимать. Пожалуйста, пожалуйста. Ты наш этот, какой? Тарантино, ё-моё. Тарантино, да, я буду снимать про вас кино, ребята. Я так и Рано понял. еще снимать. Да, про нас снимаешь всегда. Сейчас они, подожди, немного войдут, как говорится, это. Приехали, расположились, праздничный ужин. На ужин у нас акулий пупок. И маринов... Это ты хочешь как хочешь представить? Да, и маринованный бровь слона. Чуть-чуть? Чуть-чуть, да? Картошки чуть-чуть? Картошки. Не знаю, чуть-чуть или нет, как положишь. Смотри, нет. Я люблю, когда хорошо, да, гарно, чтобы было. О, Дань, посмотри меня. чтобы все было гарно. Будешь своим вам покажешь. Таблетка пошла. Ну давайте. Я хочу выпить за кого знаю, кого не знал. Всех рад видеть. Все прекрасные люди. Спасибо, что мы сегодня все вместе приехали сюда. Я думаю, что мы найдем понимание между друг другами. Драться не будем по пьяни. Будем только целоваться, обниматься и ловить рыбу. За хорошую погоду, за хорошую воду, за хороший отдых, за хороших друзей. Ребята, я всех рад вас видеть на реке Волге. Дай вам Бог всем здоровья. Спасибо, взаимно. Давай, дорогой. Дети, давайте за вас растите. Большие-пребольшие. И ловите рыбу, и отпускайте. Главное, ловите рыбу. Давай, Лех, мы ждем. Алексей, За ну-ка приезд часа на 2. мы долго этого ждали, занимали с конца апреля, наверное, турбазу. Вся занята была. Вот. В итоге мы все-таки доехали, несмотря на погоду, которую нам обещали. Погода прекрасная сейчас стоит. Погода хорошая, шикарная. да, хорошая. Вот. Завтра пойдем на рыбалку, попробуем половить. Даже чего-то, наверное, поймаем. Сомёнка. Самёнка, да. Сомёнка. В Ну, общем, за приезд, за компанию и за позитив. Спасибо, Алексей. Не, я Лёх симпатизирую. Чувак такой вот, ну, добрый. У него на глазах так, наступило утро. Выехали на рыбалку. Время 5:30. И на воде страшный туман. То бишь мы уже от базы отошли. Но просто нереально идти. Можно задавить какого-нибудь
лещатника здесь. Так что вот потихонечку сейчас может рассеяться и будем рыбачить. 12 градусов. Какой у нас уже? 17 июня, ребят. Вот такие пирожочки. Ну что, туман рассеялся. Я приехал на точку, где знал, что держится белый хищник. И камеру пока вот не доставал. И уже поймал первого головля на Волге. Вот такой красавчик. Он там швыряется у меня. Ребята, сейчас буду крепить камеру. Закреплю, подготовлюсь и начнем рыбалку. Первая рыба уже есть. Сейчас начнем. Так, ну что, встал на точку, прошел сплавом до туда. Значит, вот поймал головля, которого я вам показал. И еще было 2 поклевки. Сейчас встал на якорь, здесь покидаю. И буду смещаться. Попробуем поймать еще волжских голавликов в коряжнике. Луково протока называется здесь это место. Будем пробовать. Опрометчиво не зарядил камеру вчера вечером. Но с собой есть повербанк. Я думаю, как-то мы это все дело подзарядим. Поменял воблер с заглублением чуть побольше. Воблер спрут. И на первой же проводке, ребята, вот попался небольшой окушок. Рыбу отпускаем. Рыба нам не нужна. Вот и, ох, еще одна поклевка, ребят. Ничего себе. Главное дело положить туда, вот прям под коряшки. Здесь подо мной уже 4-5 метров, а воблер заглубляется, ну, метр с небольшим, наверное. Будем пробовать сейчас по этой стороне, потом, может, на другую сторону сместимся. Потихонечку сносит, якорь не держит. Сейчас еще забросик туда. Да. Ну, то, что немного сносит, это даже к лучшему. Как бы будем сплавляться и обкидывать. Рыба запрыгала, активируется тут. Просыпается. Передавали дожди все выходные. Я не знаю, этому интернету верить, блин. Вон солнышко вроде сейчас выйдет. Ребята, поклевочка. Хорошая рыбка попалась нам. Просто такой бойкий голавлик. Не особо крупный, но оба. И вот второй волжский голавль на воблер спрут. Очень активный. Такой прям. Опа. Вот такой вот небольшой, но очень бойкий, ребята. Карцанг не достал. Сейчас достану и будем его отцеплять. Рыбу отпускаю, ребята. Отпущу. Вот такой красавчик волжский. Все, отпускаем его домой. Спасибо за поклевку. Опа, красота.
Отпустил рыбу, кинул на следующем забросе прям сразу со свечкой. Хоба, еще один. Чуть поменьше, но уже неплохо. Все, вот такой попер домой. Ха-ха-ха, рыбалка началась. Ух, здорово. Была эта поклевка, сход. Голавль активен, жрет, поклевки есть. Так что я думаю, нормально. Сейчас попробуем, да, сплавляться. Пробовать разлавливать кренки какие-нибудь новые. Но вот несколько поклевок было, почему-то он не засекается. Есть, вот на камеру. Кто это? Что-то не крупное, или сошел. А, сошел опять, или нет? А, это окунь. Опа. Окушочек. Да, клюнул в замок, ребята. Так, ну ладно, сейчас освобожу и отпущу его. Сильно зацепился. Так, еще один окушарик на чабика. Окунь что-то не особо хватает, бьет, 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 потом бук вроде догоняет как бы. Ну, попробуем, что, без разницы. Окунь, голавль. Ага, вот опять была поклевка окуневая. Вот он догоняет. И ага, сошел. Нет, сидит. Не крупный. Вообще вот такой вот. Ничего себе. То что-то уже получше. Ух, какой хороший. Какой хороший горбач попался, ребят. Оба. Отличный окунь попался. Опаньки. На чабика. Вот такой, да. Красавчик вообще. Догнал уже возле лодки. Так. Ну, неплохо, что. Вот такой. Отпускаем. Домой. Все, рыбалка началась. Опа. Такой же опять под лодкой. Ой. Ой, красавчики какие. Так, так, так. Вот такой. Глубоко как съел.
Все, отправляем этого красавца тоже домой. Отлично. Отлично. На каждом забросе, но батарейку берегу. Берегу батарейку, поэтому провалился собака. О, такой же вот. Отпускаем. Ну, давай попробуем на камеру сейчас поймать. Это вот 3 подряд с каждого заброса. И поклевки возле лодки, потычки. Начинается вот где-то метров в 2 от лодки. И возле лодки хватает. Ага. Поменьше, но сам отвалился. Голавлика хочу огромадного, ребята. Хочу громадную головленку на 2 килограмма. Ну. Рыбалка только началась, но тут мне уже прям нравится. Никакой без судак не нужен там ничего. Вон херачит, клюет нам. Ой. Еще может быть еще лучше, но. Так, поклевка была, но. Головля давай громадного. Если потвичить, я думаю, сейчас может какую-нибудь миножку поставить, потвичить. Апстрим кидаю. Ага, есть. Тюкает. Миножку какую-нибудь надо потвичить. Сейчас еще забросик сделаю и поставлю миножку. Опа. Так, белой рыбы нету, но есть полосатый голавлёд. Поднялся опять к завальчику. Кидаю. Пожалуйста, кушок. Фух. Так, что-то окунь. Опять была поклевочка со сходом. Пока камеру тут включал. Но почему-то нету головля, изя. С утра вот были поклевочки. А сейчас что-то одни окушки. Большая вода, воды много. Не клюет. Увидел, что рыбка среагировала на пух, кинул на всплеск и вот такой вот жерешок. Такого я уже второго поймал. Небольшой. Отпускаем. Может быть, он там был не один. Тополиный пух, мороз, июнь. И вот еще один голавлик. Опа. Отпускаем.
Голавлик. Нужно экспериментировать с воблерами. Поменял, разловил вот это хикори от ZipBaits. Таким вот голавликом. Ну, грамм 400, наверное. До этого кидал чабик. Была потычка одна, но тишина. А на этот, пожалуйста, вот. Опа. Все, сам убежал. С этими рыбками нужно быть максимально аккуратным, чтобы крючок в палец не воткнуть. Один раз воткнул, приятного, скажу вам, очень мало. Голавль есть, никуда не ушел, нужно просто подбирать ключики. Пробовать. Ну, посмотрим, сейчас, может быть, сплавимся еще куда-нибудь. В одно место не будем упираться. Хотя здесь голавль есть, по вечерам здесь жерех активно тоже клюет. Поклевочка, ребята. В этот раз это окунь. Тоже на ZipBaits хикори попался неплохой окушок. Которого мы тоже отпускаем. Затопленная коряшка, там я ее вижу. Перетягиваю через нее, и рыбка там контролирует. Продолжаем. Наваливает. Так, что, рыбалка изменилась. Встретились с Александром. У него 3 телевизора, которые показывают рыбу. Поэтому будем пробовать кидать джигульки всякие разные. На! Да, пенек он в щепке, в щепке. Но там что-то глубина 5 метров, по-моему. Ладно, пробуем. Будет клевать, покажу. Так, ребята, на джиг. Поклевочка, рыбка не крупная, но борется со мной. Борется со мной. Небольшой берш, ребята, попался на аварунку. Опа. Неплохо, неплохо. Тоже результат. Отпускаем. Все, домой убежал. А мы продолжаем дальше. Вот такие опасные коряги тут. То бишь она просто плывет, и кто-то ее... Причем на нормальном таком этом. Если на ПВХшке, то, мне кажется, можно было здесь и затонуть. Ладно, что, куда, Сань? Да вон туда, вон на край, вон. Там коряж. Разогрело, ребята. 26 градусов. Солнце лупит. Слава богу, нет обещанного дождя. Продолжаем рыбачить. Красотища. Эй-эй-эй! Волга. Волга мама.
Оставил я мальчишек там, джигуют они. Ой, какую раненую рыбку я поймал, ребята. Кто-то ее пытался съесть, он прям весь, все брюшко у нее распорото. Жерешочек небольшой. А я вернулся в коряжник и пытаюсь снова кидать маленькие пузатые рыбки. Не знаю, там при мне ни у кого ничего на джиг там у них не клевало. Так, покидаем здесь немножко. Может, окушки, голавлики, жерешки какие-то тут будут клевать. И вечером после обеда сюда приедем. В прошлом году перед закатом здесь бывал очень сильный бой. Посмотрим, как будет в этом году. Мне супер гигантскую рыбу не надо, мне лишь бы клевала, пускай там с палец какая, без разницы. Вот такой маленький. Оп, домой. Клюнула гигантская рыба, ребята. Вобер Атума Чип. Вот такого жереха поймали мы. Значит, перед этим я поймал щучку где-то на килограммчик. Забыл включить камеру. Поднял ее, все в подсачнике завел. Отцепилась она у меня, короче, и выпрыгнула из этого маленького подсачника. Не получилось заснять. Зато вот такого, пожалуйста, вот. Убийца. Убийца просто. Ой-ой. Есть. Ну-ка, это дребедень, ребята. Это дребедень. Это клюнула дребедень. Все, отвалилась сама. Давай нормального. Позвонили девчонки, сказали, что готов суп. Так что возвращаемся в лагерь. Время 12, первый час. Отдохнем немножко и потом поедем на вечернюю рыбалку. Все, поехали на обед. Так, после обеда была гроза, дождик, ливень, но тем не менее все равно решили выйти на воду. Попробуем порыбачить, не знаю. Саша уже уплыл, ребята меняют лодку. Я уже тоже на воде. Будем пробовать. На кренке, вот второй уже. Опа. Решил далеко не плавать, чуть-чуть вот отплыл. И вот такие окушки тут.
дали попадаться. Опа. Вот это голавль волжский. Крупный. Время 8 часов вечера. Рыба не клюет. Попробовал, покидал голавлика, там окуня половить. Мелкие попадаются, но ничего путного. На джиг покидал, минут 15-20, не клюет. Позвонили девочке, ругаются, нужно жарить шашлыки. Поэтому еду в лагерь, будем разжигать мангал. Завтра, если погода будет нормальная, поедем на рыбалку. Блять, там такие места. Погода испортилась, ребята. Дождик. Не знаю, видно меня, не видно. Ночь. Жарим мясо. Купаты, еще что-то. Сейчас воблеры жарить будет. Да, навряд ли что-то видно, наверное. Ну что, дорогие друзья, вот и подошел к концу наш отдых на реке Волга. Отдохнули 2 дня. Задачу по поимке рыбы не особо выполнили, как бы плохо клевало. Выполнили по минимуму. По минимуму, да, но отдохнули есть. очень хорошо. С семьями, с детьми, покатались, открылись в сезон 2017, уж как смогли. Да? Доволен рыбалкой, Лёв? Пойдет. Поклевывал чуть-чуть. Поймал что-нибудь, нет? Поймал, конечно. И 3 поклевки хорошие. Очень. Зато у напарника клевало У на напарника каждом клевало. забросе. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья. Пока.